обучаясь в харе, Абдул-Наср Курсави вспомнил, что вот в исламе есть такой инструмент, как ичтихад, право самостоятельного суждения, делать определенные выводы. Ну, знаете, что произошло? То есть, в общем-то, за то, что он заговорил о ичтихаде, его приговорили к смертной казни. Ну, ичтихад для них сказал, что это уже вчерашний день, это мы в X веке уже проходили. В X веке, действительно, это вопрос обсуждали, дескать, в X веке врата ичтихада как бы они закрылись условно, богословы как бы договорились. Мы разработали с одной школы, давайте, может быть, условно мы будем считать, что врата ичтихада, но они никогда не закрылись. То есть, вот с одной стороны, богословы искали вот в самом исламе, как можно найти какие-то дополнительные инструменты, которые дают возможность ислам, вот воспринимать ислам как более современный. Это вот мусульманские реформаторы. Среди мусульманских реформаторов, например, можно назвать того же вот Абдул-Наср Курсави, вот Шахабуддин Марджани. Может быть, Шахабуддин Марджани из мусульманских реформаторов является самым знаменитым, крупным, вот, которое, с мировым именем. Среди татарских богословов, может быть, с мировым именем, это вот Шахабуддин Марджани, который практически сегодня во всех мусульманских учебных заведениях в разгаре знают, не просто знают, его книги читают, и Муса Джарулла Бегиев, вот знаменито во всем мире. Вот Шахабуддин Марджани действительно был реформатором, и вот его методология, ислам называет его манхадж, его является, он настолько продуманно, мудрым. То есть Шахабуддин Марджани, он говорит о том, что пересматривать основные богословские мазхабы, исламские вероучения нет необходимости, надо использовать новую методологию. И он предлагал эту методологию, и благодаря этому, в общем-то, Шахабуддин Марджани был очень известным реформатором. Из реформаторов можно назвать еще Зия Камали. Он пишет свою философию ислама, тоже мы видим, он рассматривает определенные богословские вопросы. Из реформаторов очень известный знаменитый, кстати, я еще не назвал, в джадидской медресе, это Абдулла Буби. Буби медресе, он очень жестко критикует. Но в исламе есть такое понятие таклид, это следование традициям. То есть мы считаем, что следование традициям это очень важно. То есть Абдулла Буби, он жестко критикует таклид, он говорит, это как инструмент устарелый. Я категорически не согласен. То есть, почему? Потому что, например, богослов, да, например, я, может быть, ректор, я академик, профессор, но я рядовой мусульманин. Например, для меня нужен таклид. Например, я, как мусульманин, зашел в мечеть, естественно, я прочитал книгу Ахмад Хади Максуди, там все написано, как по ханафитскому мазхабу намаз читать и так далее. Я следую этим традициям. Для рядового мусульманина таклид – это, можно сказать, его вытаскивать из очень сложных проблем, чтобы он сохранил себя в рамках своих богословско-правовых традиций. И поэтому критика таклида, для реформаторов можно. Но наиболее известный реформатор, безусловно, это Муса Джарулла Бегиев, который был, действительно, он в 30-м году вынужден был выехать, он выехал, писал очень много трудов, и после выезда, но у него есть нашумевший труд, когда он преподавал в джадидской медресе Хусейния, и здесь он написал книгу об абсолютности Божьей милости. Но Божья милость, она абсолютно на самом деле. Но для Муса Джарулла Бегиева это сектантское поползновение, на самом деле, больше он об этом не говорил. Но Божья милость, он говорит, настолько абсолютно, что все попадут в рай. Мусульмане, все грешники, не грешники. Но смысл религии в чем тогда? Божья милость, ты веришь в Бога, а там остальное ты ничего не делаешь, он абсолютно, я все равно попаду в рай.
То есть, естественно, это в определенных вот религиозных вот бахаистов, у кого-то есть вот эти вещи. Но после этого он, в принципе, об этом не говорил. Все его книги сожгли и в Российской империи, в Турции. В общем-то, его запретили. Вот Муса Ерл-Абигив, но он действительно очень крупнейший богослов. Но что касается вот джадидов, это вот реформаторство. То есть реформаторство – это в самой религии найти определенные инструменты, которые восприятие религии делают более современным. Но когда мы говорим джадиды, вот классическим джадидом я все-таки считаю вот это Галимджан Баруди. Галимджан Баруди, основоположник медресе Мухаммадия, Галимджан Баруди, в первую очередь, они вот реформирование мусульманского сообщества искали не в реформировании самой религии, например, реформировать мусульманские сообщества. А как это можно было делать в условиях Российской империи? Только через систему исламского образования. Вот до революции 5-го года других инструментов не было. И поэтому, естественно, появляются вот мусульманские учебные заведения джадидские, где смысл джадидских учебных заведений. Но дети сразу, они шли уже в медресе. Другой системы получения знаний у мусульман, в принципе, не было. Они обучались в медресе, ну и все. Ну, можно было идти в Казанский императорский университет, но для этого надо было окончить приходское училище, где закон Божий, потому что христианство в Российской империи это государственная религия, но мусульмане боялись своих детей отдавать, они думали, что это их уведет от ислама, то есть и поэтому здесь вот только медресе. Вот у нас были исследования, вот такая судья Михайлова написала докторскую диссертацию вот после открытия Казанского императорского университета в 1804 году. За 100 лет около 100 татар только учились в императорском университете. Ну, там советская трактовка разная, вот империя зажимала, после советское время открылись, татары начали учиться, нет. И поэтому даже легче было учиться в Европе. Например, в Сорбонне очень многие учились. Крупнейшего татарского богослова Юсуф Акчура, например, Садрим Максуди учились в Сорбонне. Европейское образование получали. И поэтому вот что вот джадидизм дает, когда мы говорим джадидизм дает, это современная другая модель, она ближе к светской модели образования. Например, Ижбуби, самое отдаленное, деревья сегодня, туда добираться надо, 400 километров, 4-5 часов надо ехать, даже сегодня добраться, да. Тогда, как это было, в самых отдаленных деревнях возникали крупнейшие очаги. Это феномен татарского развития, может быть, системы образования. Из 22, по-моему, предметов практически 8 только были религиозные. Можете представить? То есть, что это светская модель. Преподавали даже французский язык. То есть математика, химия, физика, русский язык и так далее. И поэтому, когда мы говорим джадидская система, это создание параллельной академической системе, но почти светской системы образования. Почему? Для того, чтобы мусульманская молодежь, которая хочет реализовать себя в другой сфере, чтобы у них был право выбора. И когда мы смотрим выпускники крупнейших джадидских медресе, да, среди них нет религиозных деятелей. Вот есть такая статистика, у других тоже может быть, Хусейния, я назвал уже в Оренбурге, Хусейния, но он существовал где-то 10 лет, за 10 лет было 900 человек выпуска, из них около 30 человек стали имамами. Представляете? Но стали кто? И когда мы говорим о системе джадидского образования, его для нас важность заключается в том, что через джадидскую систему образования практически пошел процесс формирования мусульманской интеллигенции. Все поэты, художники, это и Бакыр Манче, это и Накый Санбат, это практически вся тюркская интеллигенция,
да, она прошла вот через джадидскую систему образования. Благодаря джадидской системе образования мы получили очень мощную вот мусульманскую интеллигенцию. Вот джадидская система образования, например, Кавказ, джадидизм, они говорили, что это не наше, в общем-то, их там было очень мало. Где было джадидских медресе много, и поэтому у них формировалась полноценная мусульманская интеллигенция. Это мы видим после революции пятых годов, после революции 5-го года здесь все-таки царизм, он вынужден был идти на определенные уступки. В первую очередь разрешили издавать газеты, журналы. Начинается бум изданий газет и журналов. То есть вы можете представить, что сегодня вот издавать газеты и журналы, это средства, это кадры, все было. И поэтому практически во всех крупнейших городах Российской империи татары издавали газеты, журналы. То есть практически вот она, интеллигенция, она была готова. Здесь разрешили создавать политические партии, Иттифак аль-Муслимин. Мы видим, что она уже была готова, то есть вся и политическая интеллигенция, мусульманская интеллигенция, она была готова создавать и политические партии. И вот разрешают создавать, участвовать, создают Госдума. Госдума, это такой мифический орган, ладно, пусть собираются, выборы Госдуму. Здесь мусульманская фракция Государственной Думы. То есть первая фракция, самая крупная, более 20 представителей мусульманской интеллигенции. То есть здесь они выступали, они понимали, что от того, что они поднимают эти вопросы, вряд ли кто их будет решать, но их озвучивали. Мы видим, что благодаря джадидизму мы получили блестяще подготовленную мусульманскую интеллигенцию. С этой точки зрения джадидизм сыграл огромнейшую роль, но здесь еще раз возвращаясь к тому, что в 90-е годы начали говорить о том, что джадидизм это наш татарский ислам. Почему? Мое глубокое убеждение, в общем-то, джадидизм является важнейшим инструментом в форме создания более современной системы мусульманского сообщества. Если во второй половине 19 века, в начале 20 века, в общем-то, через систему исламского образования его делали, они готовили интеллигенцию, которая готов был принимать активное участие в создании новой модели мусульманского сообщества в условиях Российской империи. И на примере начала 20 века газеты, журналы, этой партии, этой мусульманской фракции в Государственной Думе, это очень наглядно показывает.